Всем здравствуйте! Сегодня у нас завершающий урок по разделу ручной мяч или гандбол в составе спортивных игр. Хотелось бы сегодня поговорить и подытожить именно этот раздел, дать задания и побеседовать о том, какие у нас есть правила игры в гандбол или в ручной мяч, из скольких человек состоит команда, когда появился гандбол, все вспомнить в вашей памяти. Итак, датой рождения спортивной игры с мячом, зарегистрированной в международной спортивной квалификации под названием гандбол или ручной мяч, принято считать 1898 год, когда преподаватель физического воспитания училища датского города Ордруп Гольден Линсен ввел в уроки физической культуры женских групп игру с мячом, так и называемую хандбол. Исследования, проведенные в последние годы, дают основания отнести дату зарождения гандбола к более раннему периоду. Так, в 1890 году в Чехии получил распространение народный вариант игры с мячом, названный хазена, то есть бросать или кидать. Игра сводилась к нерегламентированному перебрасыванию и ловле мяча в смешанных группах без единоборств. Но в 1917 году берлинец Макс Хейзер из двух игр составил новую игру для женщин под названием «Ручной мяч». Никто не представлял себе, что игра найдет такое распространение во всем мире. В 1918 году на международной спортивной карте четко обозначились два противоборствующих течения игры. Это чешская хазена на востоке и немецкий гандбол на севере и западе. Уже в 1920 году в Берлине состоялись первые игры на Кубок и первенство Германии по ручному мячу. А в 1923 году ввели новые правила соревнований. В них входили уменьшение размеров мяча, введение правил 3 секунд, 3 шагов, что значительно содействовало повышению техники игры. Впервые в олимпийскую программу гандбол был включен в 1936 году на 11-й Олимпиаде, где победителем стала команда Германии. Новый подъем в развитии гандбола начался с создания в 1946 году Международной федерации гандбола. Она утвердила программу действий, направленную на возрождение мирового гандбола, наметила проведение чемпионатов мира по гандболу в формате 11 с участием мужских уже и женских команд. В 1949 году в Будапеште на женском чемпионате мира сильнейшей стала команда Венгрии. Каковы же правила игры? Игра происходит в закрытом помещении на прямоугольной площадке размером 40 на 20 метров. Вокруг площадки должна находиться зона безопасности размером не менее 1 метра вдоль боковых линий и не менее 2 метров за линией ворот. Что значит 7 на 7 или 11 на 11 в гандболе? Это количество участников, то есть игроков. По центру каждой линии ворот устанавливаются эти самые ворота. Они должны быть надежно закреплены. Внутренние размеры ворот составляют 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Стойки перекладины имеют квадратное сечение со стороной 8 сантиметров. На воротах обязательно должна быть натянута сетка. Играют в гандбол гандбольным мячом, который должен быть круглым, не скользким и не блестящим. Существует 3 категории или 3 размера гандбольных мячей. Размеры, окружность, то есть и вес мяча зависит от возраста участников. Матч в гандболе обслуживается 2 равноправными судьями. В случае разногласий у судей решение принимается совместно после совещания. Судьям помогает секретарь и секундомерист, находящийся за столом у линии замены команд. Итак, каковы же амплуа игроков в гандболе? В гандболе обязательно присутствуют вратарь, угловые или крайние,
центральный или разыгрывающий игрок, полусредние игроки и линейные игроки. Ваше домашнее задание будет состоять в следующем. Изучив еще раз, посмотрев презентацию, вам необходимо составить синквейн к слову гандбол на примере слова спорт. Если вы забыли, что такое синквейн, правила построения синквейна присутствуют здесь, в этой презентации. Всего доброго, всем спасибо за внимание.